Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу в чате откликнуться, как меня слышно. И видно ли презентацию в правом углу? Раз. Можно 2 плюсика поставить. Значит, варианты, если у кого-то нет звука или нет изображения, Ctrl F5 – это обновить браузер. Второй вариант – поменять вообще браузер на Яндекс браузер, там, на Google. Короче, на сегодняшний день или на сию минуту у нас больше плюсиков, чем минусов. Поэтому как бы проблема, если у вас есть, то это на вашей стороне. Постарайтесь ее как-то разрешить. Так, ну что, значит, сегодня мы проводим вебинар по организованному началу 2019-2020 года именно в ГИСЭО. Значит, вот буквально за эти 10 дней, которые прошли с 1 сентября, к нам поступает куча звонков, куча вопросов идет по телефону, по электронной почте, поэтому я хотел сегодня как бы провести вот такой вебинар, на котором ответить на многие поступающие вопросы, и чтобы была у вас возможность как бы просмотреть этот вебинар еще раз, исправить какие-то ошибки, и там довести до ума систему, чтобы это работало. Ну, во-первых, я поздравляю всех с началом нового учебного года, с началом нового учебного года в ГИСЭО. Надеюсь, что этот год пройдет плодотворно. Призываю еще всех руководителей по мере возможности, при наличии хотя бы минимальных условий, отказываться от бумажного варианта ведения журнала, поскольку это и нагрузка на учителя, ведение журнала в 2 видах, в электронном и в бумажном. В городах, где есть интернет уже, это однозначно должен быть, этот вопрос решен. Там, где хотя бы какие-то маломальские условия в сельской местности, если есть интернет и есть хотя бы 1-2 компьютера в учительской, для того, чтобы можно было заполнять журнал, рекомендую тоже отказываться от журналов бумажных и переходить на электронное ведение классных журналов. Ну, во вчера нам не вернуться, будем говорить так. Посмотрев список участников, я вижу среди участников уже опытных людей, которые работают в ГИСЭО не 1 год, поэтому в случае возникновения каких-то вопросов прошу помогать мне отвечать в чате. Некоторые технические моменты по работе в вебинаре у вас есть в правом углу, где презентация сейчас, где приказ высвечен, двунаправленная стрелочка, вы можете раскрыть презентацию. И то, что буду я показывать, я немного буду показывать на весь экран, чтобы удобнее было, может быть, ориентироваться, смотреть и так далее. Предупреждение было, что отключится через минуту, и отключилось. Это комп отключился или что? Или экран? Небольшая техническая. Да. Саша, он не уснет еще раз? Нет, надо нажать меню внизу, да? Настоящий режим. Хорошо, тут почему-то мы испытываем и проводим испытания новой техники, поэтому небольшая техническая заминка, отключилась камера почему-то. Ну, продолжу. Значит, с
Следующий момент. Хочу показать вам те ресурсы, с которыми мы как бы работаем, и которые интернет-ресурсы, с которыми мы работаем, которые надо использовать по полной программе. Итак, на сайте нашего института criro.ru создан целый подраздел сайта. Он находится в закладочке «Деятельность, информатизация образования». Целая страница, даже не страница, а целый раздел сайта, посвященный государственной информационной системе электронное образование. Значит, сюда, на эту страницу можно попасть либо через меню «Деятельность, информатизация образования», либо у нас есть баннер, и можно попасть через этот баннер. Вход в систему ГИСЭО. Значит, еще раз, что здесь мы имеем? Во-первых, контакты наши, электронная почта, на которую можно писать и задавать вопросы, если вдруг они возникают. И поскольку сейчас у нас в центре пока остался один, телефон не замолкает, иногда не дозвониться. Поэтому используйте электронную почту, адреса для входа. В документах перечислены все нормативные документы по ГИСЭО с начала работы этой системы в Республике Коми. Значит, ориентируемся, вот один из последних приказов, он от 2017 года, введение и эксплуатации ГИСЭО, ориентируемся на него. В ближайшее время предполагается, что выйдет уже вот обновленный этот приказ на 19-20 учебный год, но в принципе вот как бы ориентир пока держим на этот приказ. В закладочке вебинары, старые вебинары до 2017 года, после этого все вебинары перенесены в видеозал, и сейчас в видеозале целый раздел у нас ГИСЭО, и в том числе сегодняшний вебинар, вот он есть, ссылочка на него, здесь же будет размещена и запись вебинара, поэтому ориентируемся на последние вебинары, у нас были как раз вот здесь. Информационно-методические материалы, здесь важно будет вот типовой план образовательной организации по эксплуатации и ведению ГИСЭО. Он у вас уже у всех есть, он разослан по муниципалитетам, но если у кого нет, вы можете отсюда скачать его, и о нем мы будем сегодня говорить, и в том числе вордовский вариант для того, чтобы вы могли не набирать его по новой, а буквально переделать под себя имеющийся уже вариант. Инструкцию по закрытию или открытию нового учебного года. Вот важный документ, алгоритм действий при условном переводе обучающихся. Сейчас очень актуально, но тут не только условный перевод, а еще и выпуск 9-классников, 11-классников, которые не справились с итоговой аттестацией. В том числе вот этот документ будет полезен. Об этом мы тоже сегодня будем с вами говорить. Ну и еще ряд инструкций. Для начинающих учителей можно использовать шпаргалку, методические разработки есть, методические материалы, которые мы тоже готовили. То есть вот ряд таких полезных документов, я думаю, пригодятся вам в работе. Все руководства пользователя и полезные ссылки. Здесь тоже есть важные моменты. Это тестовые базы для тех, кто проходит обучение. Вот. Тестовые базы перенесены сейчас. Раньше они были на серверах разработчика этой системы, в Иртехе. Сейчас мы создали тестовые базы на наших ресурсах. Да, добрый день. Ой, коллеги, извините, еще тут технические некоторые нюансы. Раз. Почему-то у меня здесь не появляется. Раз, два, три.
Да что? А вот play нажать. Раз. Все же. Раз, 2, 3. Почему-то звука нет теперь. Раз, 2, 3. Раз. Раз, 2, 3, 4. Или пойму, или здесь он подо мной заходит. Выход. Я хочу здесь просто зайти. В режиме Уже запомнил. Уже запомнил. Нет, ссылка, которая... Вот здесь. Раз, коллеги, слышно? Так, хорошо. Так, продолжу тогда. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Что там, звук нормально? Раз. Хорошо, продолжим. Итак, тестовые базы, на которых можно проходить обучение. Значит, у нас постоянно действующий дистанционный семинар. Вот если вы нажмете на нашем сайте «Записаться на курс», обучающие семинары, государственная информационная система электронное образование, функциональные возможности ГИС электронное образование. Этот курс постоянно действующий, можно на него записаться вот, и проходить обучение с получением сертификата. Он 16-часовой, поэтому рекомендуйте своим учителям, коллегам. Правда, он в основном этот курс для школы, но аналогично он подойдет и для доп. Образования, потому что доп. Образование 1 в 1, почти как и школьный модуль. Ну и где-то частично он подойдет и для дошкольников, хотя бы в общем виде, чтобы познакомиться с этой системой и посмотреть, что он из себя представляет вообще эта система. Значит, у нас как-то не задействованы в этой системе еще в ГИСЭО воспитатели дошкольных образовательных организаций, потому что им не надо вести журнал, там, предположим, да. Но, тем не менее, в принципе, в дошкольных образовательных организациях учет посещаемости детей, в принципе, можно организовать через государственную информационную систему электронное образование. Значит, итак, эта страница или целый подраздел на сайте КРИРО. Еще у нас в разделе «Обратная связь» есть форум. В том числе этот форум посвящен и государственной информационной системе электронное образование. К сожалению, этот форум как-то не работает. Вот я предлагаю его оживить. И большинство вопросов, особенно такие вопросы, которые могут касаться всех, предлагаю вот задавать вот здесь. Значит, не по электронной почте или как. То есть сейчас вот было очень много однотипных вопросов. Там, не зачитается ребенок первый класс из системы ГИСЭО. Одна типичная ошибка, у всех одинаковая, то есть чтобы можно было зайти, посмотреть. То есть я призываю к вам
вас вот все-таки задавать вопросы на этом форуме ГИС «Электронное образование». Ну, а мы будем стараться поддерживать его и отвечать на ваши вопросы через форум. Следующий момент – это вот те типичные ошибки, которые были выявлены уже при, ну вот начался как бы учебный год, да, какие ошибки, они уже как бы из года в год вытекают, и которые можно как бы предупредить. Ну, во-первых, в систему можно входить через портал госуслуг. И если еще у кого-то учителей нет, у работников педагогических и других работников нет учетной записи на портале госуслуг, ну, необходимо им рекомендовать, чтобы они зарегистрировались на этом портале, получили подтвержденную учетную запись и использовали вход через портал госуслуг. Аналогично для родителей. Удобство есть, конечно, это вы можете одновременно использовать и портал госуслуг для получения каких-то государственных услуг, в том числе и входить в систему ГИСЭО через портал госуслуг. Удобно это тем родителям, у которых несколько детей, и они учатся в разных учебных заведениях. Если в одном учебном заведении, там еще можно переключаться, есть переключатели, можно между ребенками, журналами, дневниками детей переключаться. А если в разных учебных заведениях, то у вас будет одна учетная запись к порталу госуслуг, и через портал госуслуг вы будете заходить, и можно также там переключаться в дневники разных детей. Это вот первое удобство, чем удобна учетная запись портала госуслуг. Рекомендую, кто еще не использует, использовать. Следующий момент. Когда вы входите в свою образовательную организацию, в качестве пользователя многие используют такую учетную запись, как админ. Админ – это техническая учетная запись, которая вам дается для первоначального входа. После этого вы эту учетную запись, пароль к ней кладете или ложите в сейф к директору, и все, и больше ее не используете. Используете в том случае, если у вас работник, который является администратором, а таких должно быть один-два человека, потеряли учетную запись, свою учетную запись. Вот в этом случае мы ее используем только в этом случае. Сейчас многие работают под учетной записью админ, вплоть до того, что ее отредактировали, вбили там свои данные какие-то непонятные, и сейчас непонятно, что это за учетная запись. Вообще в системе администратор – это техническая должность. Это не значит, что администратор – это директор или заведующий детским садом. Нет, совсем не надо директору иметь роль администратора. Директору или заучам достаточно иметь роль зауча, роль учителя, если они что-то преподают, и все. То есть у них будет доступ ко всем отчетам, ко всем журналам классов. Администратор, и по умолчанию даже в настройках он не имеет доступа к журналам, если вы не исправили что-то в настройках. Поэтому предлагаю зайти под учетной записью админ в образовательную организацию, зайти в свою учетную запись, поменять в ней пароль, посмотреть, каким образом, ну вот я сейчас зайду на тестовую базу, в тестовую школу, вот, зайти, посмотреть, какая у вас учетная запись, и работать под своей учетной записью. Вот у меня тоже здесь есть, вот я захожу сейчас админ, как бы техническая такая учетная запись. И здесь уже на условиях обучения я предлагаю там создать учителя, и присвоить ему роль, там, предположим,
администратора и зауча, хотя администратора совсем не обязательно. Администратор – это такая роль, которая меняет пароли, если потеряли, исправляет какие-то ошибки и так далее. Ну вот, если зайти в сотрудников, значит, что вам надо? Зайти в свою учетную запись, и посмотреть имя пользователя. Как правило, это фамилия и первая буква имени. И кнопочка «Сменить пароль», можете поменять пароль. Единственное, вот не должна стоять галочка, после пользователь должен сменить пароль при первом входе. То есть, если вы сами себе смените пароль, то чтобы при первом входе он обратно не менялся. Далее, если вы уже в своей учетной записи, у вас есть учетная запись на портале госуслуг, то вы можете привязать эту учетную запись к порталу госуслуг, зайдя в свой личный кабинет. Вот здесь у вас будет привязать учетную запись к порталу госуслуг. Это первое, что значит вот по пользователю админ. По учетной записи админ. Теперь, значит, Раз, коллеги. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну теперь по приказу об утверждении типового плана работы образовательной организации на календарный год по эксплуатации и ведению государственной информационной системы ГИСЭО. Значит, этот приказ я показал, где находится. Значит, это типовой приказ. Это типовой приказ. Он у вас должен быть сделан для своей образовательной организации. Вы видите, что здесь вот и общеобразовательная школа, и дошкольная образовательная организация, ОДО, и профессиональная образовательная организация. Вы оставляете то, что касается вас. То, что касается школы, например, оставляете общеобразовательное. То есть этот приказ у вас, аналогичный план должен быть утвержден приказом и должен быть у вас рабочим документом. Значит, пробежимся коротко по пунктам этого приказа. Первый пункт, я надеюсь, что у всех сделан. Единственное, потому что мы уже работаем не первый год, и все эти документы должны быть. Единственное, если у вас какие-то изменения кадровые, значит, вопрос сразу поступил, надо ли утверждать его ежегодно. Нет. Вот предыдущий приказ у нас был, по-моему, 16 или 17 года. Такой уже приказ у вас был, вы его делали в 16-17 году. Это фактически циклограмма работы образовательной организации в ГИСЭО. Поэтому его утверждать ежегодно не обязательно. Вот один раз утвердили и до следующих изменений, а следующих изменений, скорее всего, не будет. Потому что вот, 3 года назад он был, мы его чуть-чуть поправили и запустили еще раз. Потому что некоторые нюансы есть, например, там, со сроками перевода детей из садика в школу. Детские сады, как правило, задерживали этот процесс. Аналогичная ситуация повторяется и в этом году. Приходится обзванивать школы, волнуются, переживают, особенно школы
Сыктывкара, Ухты, Воркуты, что детские сады там не отчислили, какие-то другие школы сельские там не отчислили ребенка. Об этом хотелось чуть ниже поговорить все-таки, чтобы мы свое время берегли время детей. Сегодня уже 10 сентября, а еще во многих школах, во многих детских садах дети, сегодня уже надо открыть новый учебный год и работать в 2019 году. 10 сентября идет вторая учебная неделя. Если вы не открыли новый год, то есть не закрыли старый, вот два понятия надо разделить. Формирование нового учебного года и открытие нового учебного года. Формируемый учебный год с 1 апреля есть возможность. То есть сформировали его, да? А сейчас мы должны открыть новый учебный год, зайти в новом учебном году, зайти в планирование, учебный год и периоды, и там есть кнопка «Открыть новый год». В этом случае старый год закрывается, и вы работаете в одном 19-20 учебном году. Если вы этого не сделали, у вас журнал будет недоступен. Вы не сможете ставить отметки детям, а сегодня уже 10 сентября. Зачем вы тянете? Что вы ждете? Если у вас все сделано в старом году, проверили, все, открывайте, работайте уже в новом году. Итак, первый пункт плана – это нормативные документы. Все должно быть у вас в порядке. Еще раз посмотрите, проверьте, обновите. Сейчас у вас пойдет формирование отчета, формирование статистических отчетов. У дошкольников это на 1 января, у школ сейчас ОШ-1 пойдет. Если у вас в системе все сделано нормально, многие цифры идут авторасчетом, в том числе и отчет по кадрам. Если у вас все правильно сделано, отчет по кадрам у вас должен сойтись. Единственное, небольшой нюансик. У вас вот в закладочке управления справочники. В справочниках у вас должно быть категории должностей. Категории должностей, вот я некоторые школы так попутно проверяю иногда, и как раз вот этот справочник, он сделан неправильно. Если этот справочник у вас сделан неправильно, не так, как требуется, а я письмо рассылал уже давно, какие должности, какие здесь подразделения вот должны быть, то есть тогда у вас статистический отчет не пойдет по кадрам. Вот у вас здесь что должно быть? Обслуживающий персонал, педагогический персонал, руководящие работники и учебно-вспомогательный персонал. Медицинский персонал, если он в вашем штате. Если его в вашем штате нет, то его и не надо сюда забивать. Вот эти подразделения у вас должны быть. И когда вы учителя вводите, заполняете карточку учителя, так, еще раз вернусь не переключился в режим. Значит, еще раз управление, справочники. Не переключился, не показал. Управление, справочники. Вот у вас, значит, вот такие подразделения должны быть. Вот здесь подразделения, и у вас должны быть обслуживающий персонал, педагогический персонал, руководящий учебно-вспомогательный персонал. И когда вы заполняете карточку учителя, у вас должна быть должность не просто учитель, а конкретно учитель математики, учитель физики, учитель, это в дополнительной информации, должность у нас здесь есть, учитель физкультуры, предположим, да? Не просто учитель, а учитель конкретного предмета. Вот, учитель начальных классов. Это вот учитель тоже неправильно. У многих сейчас, попутно смотрю иногда школы, у многих просто учитель. Пожалуйста, исправляйте. Значит, и согласно всем приказам министерства, в системе ГИСЭО должна быть актуальная информация. Понимаете,
если бы в системе ГИСЭО, если в системе ГИСЭО будет актуальная информация, многие отчеты мы с вас и по кадрам, и по прочим вещам мы у вас запрашивать не будем. То есть многое, чего мы будем брать из системы ГИСЭО, если у вас вот эта карточка на учителя будет заполнена, значит, вот особенно вот эта часть, дополнительная информация. Если будет она заполнена полностью, это будет все отлично, все хорошо. И еще, вот, к сожалению, на тестовой школе нет, у вас еще у всех есть раздел аттестация. Аттестация. Вот аттестационное портфолио желательно тоже, чтобы было заполнено. Возможно, потому что я под админом, поэтому у меня нет. Сейчас я зайду тогда под учителем. Вот, закладочка аттестация и педагогическое портфолио тоже должно быть заполнено у вас. В педагогическом портфолио заполняются данные об окончании учебного заведения, курсах и выступления на всевозможных конференциях. То есть вот как бы вот здесь вот, по крайней мере, образование и курсы повышения квалификации желательно, чтобы были заполнены. Итак, возвращаемся мы с вами к плану работы. Значит, и я хотел бы остановиться на следующем пункте. Это создание образовательных программ, заполнение информации о классах. Это согласно регламентов ваших. Формирование нового учебного года, этот процесс как бы у нас уже завершился. И вот слово «формирование» есть учебного года. А еще у нас есть пункт в плане. Это открытие учебного года. Это пункт номер 20. Пункт номер 20. Вот чтобы вы не путали формирование и открытие. Формирование – это вы когда формируете новый учебный год, и вы работаете в 2 годах. Формирование учебного года тоже желательно делать, не надо делать с 1 апреля. Есть некоторые нюансы, которые потом вам будут создавать проблемы и трудности. Например, сформировали вы в апреле новый учебный год, а пришел новый сотрудник у вас. Его надо будет вводить и в старом учебном годе, и в новом учебном году, поскольку он автоматически уже не перейдет, учебный год уже создан. Поэтому формировать учебный год, оптимальный вариант, это в конце мая, когда вы уже начинаете как бы плотно заниматься следующим учебным годом. 6-й пункт – удаление расписаний первых, 9, 11 классов. Это можно не удалять. Многие решают вопрос, устанавливая каникулы в соответствии с тем, как заканчивают эти классы обучения. Хотя в 9, 11 классах как бы каникул нет, да? Создание приказа о переводе на следующий учебный год мы делаем сразу же по окончании учебного года, можно на следующий день. К сожалению, я видел примеры, когда приказ о переводе делался уже в новом учебном году, что совершенно непонятно, как, во-первых, система это пропускала, и как так получалось, но вот такой случай я как бы видел. То есть там в сентябре делался приказ о переводе, чего не должно быть. Учебный год у нас для школ начинается сразу после окончания учебного года. Все движение за лето идет уже в новом учебном году, поэтому вот ориентируемся на это. Создание приказов о выпускниках, соответственно, делаем сразу после окончания экзаменов, итоговой аттестации. И, соответственно, для девятиклассников, вообще для тех, кто не сдал итоговую аттестацию, мы в итоговой ведомости выставляем отметку неудовлетворительную отметку и делаем условный перевод выпуск. Вот сейчас возникло много вопросов по этому вопросу.
Условный перевод-выпуск. Во-первых, в некоторых школах ошибочно создали приказ об условном переводе-выпуске. Не знаю, как так получилось, но вот это сейчас выявляется. Условный перевод-выпуск, хотя дети закончили нормально и все. И на сегодняшний день есть десятиклассники, которые перешли в 10 класс, и теперь их не могут перевести в 11, потому что у них задолженность за 9 класс. Либо такой момент, что ребенок был условный перевод-выпуск у него был, он пошел на 2-й год обучения, обучился в 9 классе, закончил его, и сейчас его не могут выпустить, потому что в прошлом году у него условный перевод-выпуск. Буквально вот недавно, накануне вебинара, мне звонила одна из школ, опять они не могут выпустить детей, потому что, вернее, перевести детей, потому что у них там условный перевод-выпуск. То есть ошибочно могли создать приказ с таким подтипом, а такой подтип у нас есть, когда вы в движении создаете приказ. Вот здесь создаете приказ, предположим, выпускники, и подтип документа есть. Подтип документа условный перевод-выпуск. Вот. Что значит условный перевод-выпуск? Ну, перевод понятно, с двойкой, да? И выпуск тоже, если не сдал он экзамены, итоговую аттестацию, мы тоже делаем условный перевод-выпуск. В случае, когда ученик пересдаст потом, мы в итоговой ведомости исправляем отметку, а в приказе мы ставим дату ликвидации задолженности. Вот сейчас, предположим, 18-19 год у меня закрыт, и 17-18 закрыт. Но для этих учащихся, которые не справились с итоговой аттестацией, которые условно переведены в выпуск, у них есть доступ к этому приказу. У них доступ к приказу есть, и вы можете его корректировать, этот приказ. Вот сейчас я покажу пример этого приказа. Вот здесь, видите, да? Без документа об общем образовании. Условный перевод-выпуск. Дети переведены условно, не сдали экзамены. И сейчас не надо ждать, когда они пересдадут, девятиклассники, экзамен. Некоторые школы мне звонят, говорят, вот мы не открываем новый учебный год, потому что нам надо что-то с девятиклассниками решить. Ждем, когда они пересдадут. Не надо ничего ждать, открываете новый учебный год и нормально работаете. К итоговому приказу прошлого года по выпускникам доступ у вас будет. Вот, вы откроете этот приказ. Вот, как бы тут редактировать нельзя, но когда вы щелкнете по вот этой ссылочке, откроется возможность редактировать этот документ, и вы ставите дата ликвидации задолженности. Соответственно, исправляете, что аттестат он получил. И в этом случае у вас все будет нормально. Если же ученик не пересдал, ну, то есть в нормальных школах, в нормальных классах там, до 9, то ориентируемся на алгоритм действий при условном переводе-выпуске. Тот документ, который я вам уже показывал на сайте Криро, ориентируемся, как мы в этом случае поступаем. То есть издается приказ о том, что он оставлен на 2-й год, и, соответственно, он переводится в класс на параллель ниже. Если же задолженность ликвидирована, он остается в том классе, в котором учился. То есть вот этот алгоритм действий используйте, пожалуйста, при работе. Коль я затронул здесь вопрос приказов, при сейчас просмотре некоторых школ увидел, что разного типа приказы
создаются под одним номером. Ну, например, перевод на следующий год и перевод из класса в класс. Как бы, да, номера приказов у этих, перевод на следующий год, это должен быть перевод на следующий год, а это под одним номером должен быть приказ, а перевод из класса в класс, соответственно, под другим номером. То есть обращайте на это внимание, и приказы, конечно, должны соответствовать вашей книге приказов. В вашей книге приказов которую вы ведете. То есть номера приказов должны соответствовать книге приказов. Так, продолжим движение я параллельно сразу вместе с типовым планом комментирую некоторые ошибки, которые встречаются у вас в работе. Значит, дальше вот у нас идет пункт 6.7, это перевод на следующий год, о котором мы говорили. Ну уже вот мы сказали о переводе. Двигаемся дальше. Значит, движение учащихся за лето в школах ведется в новом учебном году, то есть в старом учебном году. Значит, параллельно сможем ли создать приказ по второгодникам, если закрываем год 18-19. Сейчас у вас будет по этим детям, значит, если они у вас уже решением педсовета остались на второй год, то вы делаете приказ по второгодникам. Вот, у нас тип приказа есть второгодники. Вопрос идет об условном переводе, то есть те дети, которые переведены, у нас есть тип приказа второгодники. Вот, если у вас уже решение педсовета, что они остались на второй год, которое вы принимаете там в конце учебного года, то вы делаете приказ о переводниках, о второгодниках. Но у нас еще есть подтип приказа, это условный перевод. Условный перевод. Поэтому те, кто будет переведен условно, у них есть возможность потом сделать, если они не справились с задолженностью, то мы их оставляем на второй год. Делаем как бы второй приказ. Вот сейчас, пока у меня подтип документа открылся, обратите внимание, тоже часто встречающаяся ошибка, и сейчас уже в первый класс некоторые школы зачислили детей как прикрепленные к ООО. Коллеги, прикрепленные к ООО, обращайте внимание, какой подтип документа вы делаете. Прикрепленные к ООО, и, естественно, вы потом их не видите. Не в списках, вернее, в списках они, по-моему, есть, а ни в одном отчете, ни в журнале, нигде вы их не увидите. Прикрепленные к ООО, это будут сейчас вот один из распорядительных документов, весной был, в конце года, один из распорядительных документов Министерства образования был о том, что в эту категорию мы будем заносить детей, которые перешли на семейное обучение или не охвачены обучением вовсе. То есть нам надо вести учет этих детей, которые у нас не обучаются или не охвачены дошкольным образованием. Вот как раз вот этих детей мы будем заносить прикрепленные к ООО. Вот. Такое письмо Министерства образования было где-то весной. Посмотрите, поднимите его. Так, коллеги, уважаемые коллеги, вот как бы давайте в чате технические вопросы, а все остальные вопросы, вот у нас есть закладочка «Вопросы». Вот туда, те вопросы, которые касаются темы вебинара, давайте вот сюда. А здесь технические вопросы, потому что я потом как бы потеряюсь. То есть здесь работает, не работает и так далее. Можно обсуждать, коллеги, если кто-то знает ответ на те вопросы, которые поступили, пожалуйста, отвечайте, помогайте мне. Потому что вопросов очень много, конечно, и я в конце попробую сориентироваться и ответить на все вопросы, которые возникают, которые я вижу, я тут же отвечаю, но тем не менее что-то могу пропустить. Обращаю ваше внимание, значит, движение делаем за лето.
И создание приказа о переводе на следующий год дошкольники, смотрите, в типовом плане это у нас 30-31 августа. Коллеги, дайте возможность школам. У нас сейчас две даты стоит при создании приказа. Одна дата – это дата распорядительного документа, она может быть 30 августа, а вторая дата, с какого числа начнет действовать этот приказ, с 1 сентября. Вот. Поэтому детские сады могут распорядительный документ создавать, предположим, 30 августа, но дата действия приказа поставить там 1 сентября. Если у вас там с финансированием надо именно до 31 сентября, до 31 августа, чтобы дети были в садике. Важный тоже момент, я думаю. Поэтому здесь вот можно отчислять уже детей как бы 30-м, даже раньше августа, а действие приказа дату ставим с 1 сентября, и все, проблем не будет. Коллеги, еще раз прошу убедительно все сельские, особенно детские сады, в которых дети ушли в городские школы. Городские школы очень беспокоятся. Это Сыктывкарские школы, у меня очень много звонков, чтобы я помог найти. Вы хотя бы отчислите тогда, не знаете куда, хотя бы отчислите, чтобы дети появились в пуле выбывших или выпускников. Тогда я хотя бы их найду и направлю в ту школу, которая их ищет. Если вы вообще не отчислили детей еще, убедительная просьба отчислить детей, которые от вас ушли. Нам трудно их найти. Мы теряем очень много времени, мы начинаем звонить в управление образованием, мы начинаем звонить в школу. В школе некогда не реагируют на звонки. То есть вы понимаете, что мы отнимаем время друг у друга. Давайте будем взаимно вежливы и культурны. Закончился все, учебный год, у вас дети ушли. Сделайте, пожалуйста, приказ об отчислении. Так, двигаемся дальше по приказу и параллельно разбираем те ошибки. Создание приказа о зачислении 1-10 классы до 5 сентября. Да? Ну, на 5 сентября комплектование все школы сдают, поэтому как бы эта дата такая контрольная. В принципе, вот пункт... Следующий там пункт будет, 20, я о нем уже упоминал, открытие нового учебного года. Для школ поставили мы 15 сентября, хотя это срок достаточно долгий. До 15 сентября не надо тянуть, но максимум 5 сентября вы должны открыть новый учебный год, чтобы была возможность уже выставлять отметки. Иначе потом опять для учителей проблемы с выставлением, то есть нам будет выставлять отметки. Для родителей опять начнут жаловаться, что вот не выставлены отметки у нас, а сегодня уже 10 сентября. То есть мы сами создаем себе конфликтную ситуацию с родителями. А родители у нас многие уже работают в электронном журнале и очень волнуются, когда у детей нет отметок. Итак, создание приказов о зачислении понятно, здесь даты все понятны. Актуализация данных. Ну вот должны быть актуализированы данные у вас уже по всем. И по детям карточки полностью должны быть заполнены. И по сотрудникам. Неоднократно на всех вебинарах в течение года мы об этом говорим. И ВОЗ и ныне там. Пожалуйста, пожалуйста, заполните. Попросите, чтобы учителя сами заполнили свои карточки там, где это возможно. Предположим, педагогическое портфолио они сами могут заполнить данные о своем. Правда, здесь чревато, можно кучу ошибок поиметь, но тем не менее. Найдите время. Это надо заполнить один раз, и потом на всю оставшуюся жизнь ваши дети будут... Сейчас вы забираете детей, распределенных из очереди, или забираете из детского сада, у них уже карточки заполнены, здесь будет проще, но тем не менее, тоже. Ну, я думаю, что вот по следующим пунктам, после 20-го, более-менее все понятно. Значит, по выдаче логинов и паролей первоклассникам. У нас в системе сейчас уже есть возможность сформировать один пароль для всех.
и раздать. Но единственное, не забудьте поставить галочку, что при первой смене пользователь должен сменить этот пароль. Ну, во-первых, вот вы можете, экспортировав в Excel, вот список либо сотрудников, либо учеников, если вы экспортируете в Excel, то там будет еще столбец, где имя пользователя. То есть вы можете экспортировать в Excel, распечатать этот файлик, и в нем будет разрезать его по строчкам. Так, к сожалению, нет, у детей нету имя пользователя, а ну-ка у сотрудников. Раньше здесь была кнопочка распечатать. Сейчас это кнопка. Вот тут, наверное, она. Нет. Так, и вот есть кнопочка «Сформировать новые пароли». И у детей. То есть можно всем сформировать один пароль и его использовать, чтобы дети и сотрудники могли заходить. Так, посмотрим у сотрудников. Странно, тоже нету. Тоже нету имя пользователя. Может быть, расширенный экспорт в Excel. Да, вот расширенный экспорт в Excel. Здесь у нас есть имя пользователя. Можно разрезать, всем раздать. Пароль поставить один для первого хода. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Люди у вас заходят, и должна стоять галочка, конечно же, что пользователь должен сменить пароль при первом входе. И тогда все нормально будет. Так, по сотрудникам понятно, по ученикам. Выгрузка данных. Сейчас посмотрим имя пользователя. Так, ну, к сожалению, у детей нет. У детей нет. Поэтому, возможно, возможно... Так, ну ладно, с этим вопросом, ну, придется, наверное, в каждого заходить, хотя я сомневаюсь, должно быть что-то, сформировать новые пароли, экспорт в Excel. Странно, раньше было здесь у нас. Так, ладно, не будем на этом останавливаться, пойдем дальше. Ну вот, в принципе, по плану понятно. План работы, значит, делаете. Ну вот, к сожалению, нету имя пользователя ребенка. Для взрослых это есть, для сотрудников, а для детей почему-то нет. Так, ладно. Значит, по плану работы понятно, более-менее. Значит, делаем его под себя, утверждаем приказом и работаем по плану работы. Так, по выпускникам условно переведенным, в принципе, я уже об этом сказал. Номера приказов я уже сказал. По увольнению сотрудников. Вот почему я говорил, что лучше всего формировать новый учебный год где-то в мае. Поскольку, когда вы сформируете новый учебный год и работаете в 2 годах, да, в текущем и в будущем,
уволить сотрудника вы можете только в будущем учебном году. Соответственно, принять вам сотрудника придется и в текущем учебном году, и в будущем учебном году, потому что он автоматически туда не переходит. Хотя вот здесь я уже увидел, на сотрудниках есть кнопочка, у сотрудников есть кнопочка «Импорт из другой ООО». В принципе, вы можете импортировать из своей же, наверное, образовательной организации, можно будет его импортировать. Ну, это надо попробовать, как вариант. Очень много было вопросов сейчас по модулю e-услуг, вернее, по зачислению первоклассников в первые классы. Значит, ошибка заключалась в следующем. Те родители, которые подавали заявление через портал госуслуг, в основном это были ошибки у этих детей, допускали ошибки, например, в номере телефона должно быть 10 цифр и не должно быть ни восьмерки, ни плюс 7. Вот сейчас скриншот я показываю, где у нас как раз восьмерка, то есть ошибка в номере телефона. И, как правило, были ошибки в адресах. То есть адрес должен браться из информационной системы ФИС, да, из информационной системы адресов. Если там адреса этого нет, то либо сразу напрямую пишите на сайт freeze.nalog.ru, чтобы добавили этот адрес, ну или нам, мы уже подадим заявку, чтобы они добавили этот адрес. То есть адрес вносился родителями вручную, соответственно, заявление не принималось и выдавало ошибку. То есть надо, у кого еще такие ошибки есть, что не зачисляется из e-услуг ребенок в первый класс, проверьте, пожалуйста, заявление. Первое, проверьте, во-первых, контактные телефоны, чтобы правильно были вбиты. И второе, это адреса. Адреса должны браться из системы адресов. Ну вот, из системы адресов, кроме, может быть, номера дома. Если нет этого адреса в системе пока, а вам надо зачислить, то возьмите пока тот адрес, который есть. Любой потом поправите, в принципе, в системе ГИСЭЛ. По отчислению детей. Учебный год у нас длится с 1 сентября по 31 августа. И, в принципе, школы делают формирование нового учебного года и отчисляют детей за лето в новом учебном году. Детские сады могут отчислять в этом же учебном году. Но складывается такая ситуация. Ребенок отчислен 28 августа, а учебный год стоит 19-20. Мне интересно, конечно, как пропустила система такое, но тем не менее вот такие случаи есть. Мы ищем ребенка, он как будто бы должен был выбыть в 2018-2019 году, а он, оказывается, был выбыт 28 августа, но в 2019-2020 году. Так что вот этот момент учтите. Значит, вот вопрос, как вносится учебный план, расписание ученика, находящегося на индивидуальном обучении. Индивидуальное обучение, как бы, это очень такой специфический вопрос, поскольку система не предусматривает здесь вот именно, мы уже разные хитрые ходы придумывали. Наиболее вот оптимальный вариант – это в каждом предмете делать подгруппу. Как вы делаете на иностранный язык детей, также делать подгруппу для вот этих учеников, которые находятся на индивидуальном обучении. Если для вас все-таки это затруднительно, то, наверное, придется вести пока журнал бумажный на этих детей. Да, и те учреждения, которые как бы, есть возможность какая-то, там, заучи более-менее продвинутые и так далее. То есть вот наше предложение, у нас даже предложение по коррекционным школам, а у них ведь половина детей находятся на индивидуальном обучении. И они, в принципе, некоторые школы так и делают. То есть практически делят предмет на подгруппы на каждого ребенка.
Вот, поэтому пока выход такой. Если у кого-то какой-то опыт хороший есть, предлагаю вам поделиться. Мы можем организовать вебинар еще. То есть вы мне сообщите, да, сообщите, напишите. Сейчас я, ну, в принципе, адрес электронной почты писать смысла нет. Значит, смотрите. Значит, наши контакты на сайте Криро, все контакты у нас есть. Можно либо сведения об образовательной организации, структуры органа управления, и здесь центры, и мы центр, самый первый стоим, Центр информационных технологий, контактная информация. Вот они, наши контакты. И, в общем-то, вот сотрудники, вот мои все контакты, да. Ну и я уже говорил, что в ГИСЭО тоже, на страничке ГИСЭО тоже есть контакты. Вот и телефон наш, и электронная почта. Вот на эту почту вы можете писать смело. Далее, вы можете смело писать на электронную почту, на мою электронную почту в самой системе ГИСЭО. То есть многие пишут, и мы общаемся как раз через систему, через электронную почту ГИСЭО. Вот сейчас у меня одно непрочитанное письмо. Да, кстати, обратите внимание, вот циферка обозначает, сколько у вас непрочитанных писем. Можно настроить так, ну вот сейчас от 20-й школы, ух ты, мне пришло письмо. То есть, видите, переписка идет. Можно в личном кабинете настроить так, чтобы вы почту получали, вот тут кнопочку переключиться на e-mail, да, и будете получать почту из ГИСЭО на свою электронную почту. Но, к сожалению, чем неудобно вот это вот, не сохраняется почта в ГИСЭО тогда. То есть пришло к вам на e-mail, а в этой почте оно не сохраняется, это письмо, и не очень удобно тогда отвечать. То есть я не знаю, с какого адреса, адрес электронной почты указан, внутренний адрес ГИСЭО, и мне тяжело отвечать. Поэтому у меня стоял сначала переключатель. Удобно в каком плане? Удобно в том плане, вы сразу видите, что вам пришло письмо в своей обычной почте, вы в нее каждый день заходите и видите, да? Вот, поэтому, ну, даже там сообщения выскакивают на гаджетах, так сообщение, вам пришло письмо от этого. То есть информирование сразу идет. А здесь немножко неудобно. Но тогда, с другой стороны, неудобно отвечать. То есть надо заходить в ГИСЭО, искать этого пользователя, вместо того, чтобы я могу нажать кнопочку «Ответить», да, «Ответить». Вот я письмо прочитал и могу сразу ответить на него. Там есть кнопка у нас, кнопочка «Ответить», и я отвечаю сразу на письмо. То есть вот эту почту тоже не забывайте, можно использовать, я ее проверяю. Вот, значит, да, мы продолжаем вопрос по индивидуальному обучению. Поэтому как бы здесь, конечно, вопрос вопросов. Расписание и учебный план вы можете разместить в документах. У нас есть ресурсы, и вот здесь есть раздел «Документы». Ресурсы, документы. И вы можете разместить там как раз и вот, ресурсы, документы. И здесь есть предустановленные, а есть публичные и внутренние. То есть в публичные документы мы можем разместить учебный план, чтобы родители видели этот документ, и расписание ребенка. Ну вот как вариант. Ну или отправить родителю по электронной почте. Может быть вот это как вариант. То есть здесь вот разместить как раз расписание для ребенка. Хотя если вы сделаете подгруппы, расписание ребенка будет отображаться в его журнале. То есть индивидуальщик у вас как подгруппа в предмете. Математика, и для него делаете отдельную подгруппу. Математика Иванов будет. Там, или математика И. Иванов означает, что это Иванов. Буква И означает, что это Иванов. Ну вот такой пока выход. Если я еще раз говорю, что если есть варианты какие-то другие, мы будем рады.
Мы будем рады, если вы поделитесь этим опытом. Это по индивидуальщикам. Значит, вопрос возникал, присылали мне еще вопрос по как делить класс на подгруппы. Я так понял, что это в основном 10-11 класс, где есть углубленное изучение, ну или расширенное там изучение, и они изучают ряд предметов. В этом случае используем индивидуальный учебный план. Пример. 3 9 класса. Кстати, вот сейчас у меня индивидуальный учебный план. Вот он значочек справки, и мы переходим в интерактивную справку именно на как использовать индивидуальный учебный план. То есть у вас 10А, 10Б, там еще 10В может быть, часть детей ходят и со всех классов на углубленную физику, предположим, да? И мы должны создать вот эту классогруппу. Вот в этом случае мы используем индивидуальный учебный план. Некоторые как раз стали использовать индивидуальный учебный план при работе с учащимися, которые находятся на индивидуальном обучении. Ну вот такой опыт тоже есть. То есть приспособились и вот этот вот индивидуальный учебный план как бы используют. Хотя он предназначен не для этого, а именно для тех случаев, когда дети изучают какой-то предмет на базовом уровне и на углубленном. Вот из всех 2 там, или 3 классов все дети ходят, там, предположим, на базовый уровень. Тогда мы создаем классы-группу. Вот это индивидуальный учебный план надо использовать. Коллеги, у вас у всех есть раздел в управлении выпускники и выбывшие, есть выпускники и выбывшие. Причем там они у вас уже накопились, возможно, за несколько лет. За несколько лет я прошу, и у нас в системе уже вот, ну не только из-за этого, но и в том числе есть дубли, да. Вот сейчас вы можете уже почистить этот пул, выпускники и выбывшие. Выпускников вы можете отправить туда, куда они пошли. То есть если они ушли от вас, предположим, 9-классники ушли там в СПО, ушли на работу, в армию и так далее, то вы делаете их в архив, и там есть причина выбытия дубль СГО, а есть куда они пошли. На работу, поступил в СПО, для 11-классников поступил там, в ВО, высшее образование и так далее. То есть этот пул сейчас надо будет почистить. Если у вас есть ребенок там из 5, 6, 7 и так далее, не выпускной класс, это значит, он уже у вас дубль. Можете смело загонять его в дубль СГО. Потому что, скорее всего, школы, или вы не указали школу, в которую он выбыл. Скорее всего, если это за прошлые годы, то он однозначно дубль. Если в этом году он у вас выбыл, то, возможно, еще его школа ищет. Дай бог найдем, мы вместе. Я многих детей нахожу, сейчас многие школы мне звонили, просили найти. Если у вас таковые есть, вы не можете найти ребенка, звоните, будем искать вместе, находить и зачислять, но ради бога не создавайте дублей. Не создавайте дублей, не забивайте его быстрым вводом детей, потому что потом все равно надо будет числить. Поэтому я прошу вас вот до конца этой недели пул выпускники выбывшие почистить, в том числе и за прошлые годы. То есть за прошлые годы там всех детей можно в дубль СГО загонять. Они уже наверняка где-то учатся, и явно, что это дубль. Буквально в конце недели, скорее всего, мы посмотрим отчет. А у нас есть такой отчет. Так, что у меня? Ага, отчет. Ой, к сожалению, не на защищенном компьютере. На защищенном компьютере надо заходить в эти отчеты. А отчет по дублям. Я разошлю всем, какие дубли у кого есть. Прошу поработать с этими дублями. Давайте пул дублей почистим. В мае я смотрел, ну, в конце года, в июне даже я смотрел, было очень много дублей. Поэтому сейчас вот у вас до пятницы почистить пул выпускники выбывшие, ну а потом будем смотреть уже.
где, если есть, где конкретно какие дубли. Вот, поэтому просьба пул выбывшие выпускники за все годы почистить. Так, про ошибку. Значит, еще следующий момент в e-услугах. В e-услугах ребенок не переводится из одного статуса в другой. Причины какие могут быть? Родители подают несколько заявлений. В детские оздоровительные лагеря, в садик, возможно, перевод. В этом случае, когда вносятся документы, возможно, какие-то разночтения. То есть где-то сократили данные паспорта, предположим, выдан ОВД, а в другом случае написано отделом внутренних дел. И получается как бы два ребенка, хотя это один ребенок. Ну, будем говорить так, создаются дубли. Сейчас попробую. То есть дубль ребенка создается. И, в принципе, если это ошибка на уровне муниципалитета, то ответственные в муниципалитетах могут исправить эту ошибку. Объединив записи. Ну, пример сейчас покажу. Ну вот, к сожалению, сейчас один человек. Как правило, я поиск осуществляю по номеру свидетельства о рождении, проще всего, быстрее всего, либо по паспорту, если это родители. Вот, номер вводите, даже серию не надо вводить, он найдет. Ну вот, у вас будет Торопов АВ 2 раза, потому что система зарегистрировала 2 заявления, потому что здесь свидетельство о рождении, а тут может быть свидетельство о рождении, выданное ДДД. То есть получились разные заявления. Что вы делаете? Даже на уровне муниципалитета выделяете эти 2 записи, вот, и кнопочка «Объединить», и объединяете их. Эти 2 заявления сольются в одно заявление, в одну учетную запись, и будут все заявления в одной учетной записи. То есть не надо даже нам звонить, вы можете на уровне, если это вот на уровне вашего муниципалитета, если это не из разных муниципалитетов, то делается все на уровне муниципалитета, можно сделать. Ежели у вас уже выдает ошибку, что вот у вас нет такого, только один человек, это значит в разных муниципалитетах, тогда вы уже звоните нам, и мы делаем это вместе. Мы это вместе делаем, находим этого ребенка в другом муниципалитете. Бывали случаи, что одно свидетельство о рождении, а дети совершенно разные. То есть здесь тогда уже надо проверять, чье же свидетельство о рождении правильное, а чье неправильное. Так, ну вот как бы то, о чем я хотел рассказать сегодня, я, в общем-то, рассказал. Давайте попробуем пробежаться по вопросам. Но сначала я в чате пробегусь, какие вопросы здесь остались неотвеченные. Ага. Значит, в системе дополнительного образования ребенка перевели, но он передумал ходить, не хочет, как ребенка отчислить в сентябре или еще в августе. В принципе, вы можете, как бы 1 сентября
это отчетный период начала нового учебного года. Вы знаете, что сейчас идет подушевое финансирование, и даже финансисты смотрят информацию в ГИСЭО. Формирование новых групп у вас в доп. Образовании идет до 15 сентября. Я думаю, скорее всего, если он не планирует приступить к обучению с 1 сентября, то надо отчислять 31 августа его. Как бы, ну вот так вот. Иначе как бы вы искажаете информацию, получается, на этого ребенка с 1 сентября пойдут дети. Так, а второгодники, результаты выпускников будут только 16 сентября. По итогам экзаменов у вас не должно быть второгодников. У вас должен быть условный перевод. И только после того, когда они пересдадут, тогда они либо второгодники, либо вы их выпускаете с нормальным документом. Елена Николаевна, наверное, да, Елена Николаевна задавала такой вопрос. То есть у вас по 9-классникам и по 11-классникам сейчас должен быть условный перевод. 16 сентября у вас будут итоги, вы тогда ставите либо ликвидацию задолженности и выпускаете его с нормальным документом, либо, ну вот параллельно этому вопросу вопрос, как закрыть старый год, если висят ученики, не сдавшие экзамены. Ученики, не сдавшие экзамены, у вас условно выпускаются. Делаете условный выпуск. После этого открываете новый учебный год. Когда они пересдадут, вы будете работать с ними. Не забудьте поставить им двойки в итоговую ведомость. Итоговая отметка у них 2. Иначе, если вы оставите пустой клеточку, то там тогда вы ничего не сможете исправить. Итоговая отметка 2. После этого итоговую отметку 2 вы сможете, когда они пересдадут, на ту отметку, которую они заслуживают. Поэтому, ну вот ряд вопросов идет тоже, касается вот этого. То есть те дети, которые не сдали экзамены, они не влияют на открытие нового учебного года. Смело их делайте приказ об условном переводе и... Так, Эльза Терентьева. У нас пока сложно с ГИСЭО. Не написала Эльза Терентьева, из какого она учреждения. Сложностей, в принципе, ни у кого... Ну, есть, будем говорить так, сложности есть. В доп. Образовании надо приспосабливаться. В доп. Образовании гораздо все сложнее, особенно в музыкальных школах, художественных школах. В музыкальных школах, художественных школах там много индивидуальных занятий, поэтому вот в чем сложность. Вот сложность только в этом. Опять же, так же, как я говорил, по индивидуальщикам в школах, те дети, которые находятся на индивидуальном обучении, делать подгруппы, это выход. К сожалению, мы писали уже неоднократно и будем еще писать, просить разработчиков, к сожалению, при переходе в новый учебный год подгруппы не сохраняется, и приходится в новом учебном году опять вот это все лопатить. И согласен с доп. Образованием, с музыкальными там школами, с художественными школами. Ну, как вариант, конечно же, я думаю, что никто не будет вас заставлять, наверное, силой все это делать, но хотя бы сделать на журналы, на те занятия, где дети присутствуют общей группой. Будет у вас время делать индивидуально каждому журналу ребенку. Родители, я думаю, вам скажут спасибо за это. Ну, если времени нет, ну, как бы, даже не знаю, что и посоветовать в этом случае. На сегодняшний день действительно вот здесь есть сложности. Но некоторые школы уже как бы продвинулись в этом. Я думаю, что мы возьмем опыт тех школ, которые, в частности, музыкальные школы, которые нашли выход, и хотя они тоже вот в этом плане, что индивидуальные занятия, они тоже приостановились. Они многое сделали учебный план, сделали
журналы и так далее для общего, ну, для общих предметов. А с этим, вот с индивидуальным, пока тоже выхода другого нет. Значит, если преподаватель ведет несколько предметов, это не влияет, у него все равно основная какая-то должность. Но можно указать, там есть возможность указать одну еще дополнительную должность. Подразделение у всех будет педагогические работники, подразделение в любом случае педагогические работники. Да, должность, наверное, надо как указано, ну, согласно приказу. Должность вы указываете согласно приказу. Если совместитель, то дополнительную должность указываете. Ну, опять вопрос, сможем ли создать приказ по второгодникам? Да, можем. А подтип стоит обычный, и дети не переводятся из класса в класс. Ирина Ковалева. Ну, давайте индивидуально порешаем этот вопрос. Здесь надо смотреть, в чем причина. ООО, ВО, как расшифровывается скорее? Высшее образование, по-моему. Как зачисляем первоклассный? Детский сад и школа одна организация. Детсадовцев выпустили. Данные вносим вручную или можно их найти? Значит, детсад, у нас школа, детсад. Это два учреждения. Школа, а у детского сада должно быть в скобочках написано школа, но в скобочках дошкольная группа. Поэтому вы отчисляете детей, указывая школу. Сегодня буквально разбирались с одним из детским садом. Нету в скобочках дошкольная группа. НШДС и все. Правда, один вариант полностью написано начальная школа, сад, а в другом сокращенно НШДС. Но здесь надо попробовать, это ваше учреждение, поэкспериментируйте, где школа, где детский сад. Укажите одно, не увидите в выбывших, укажите второе. То есть, ну вот мы таким образом поэкспериментировали и нашли, где школа, а где детский сад. Так, первый класс только через Е-услуги. Значит, первый класс, требования, как бы, конечно же, через Е-услуги. У нас модуль работает, все должны работать все в Е-услугах, все заявления должны приниматься через Е-услуги. То есть сначала мы вбиваем заявление в Е-услуги, после этого забираем из распределенных из очереди. Кстати сказать, когда мы забираем детей из детского сада в первый класс, в школу, из распределенных из очереди, то в принципе неважно, укажет ли детский сад, куда, в какую школу выбыл ребенок. Эти два заявления схлопываются, если все там нормально, если все данные вбиты правильно. И заявление из детского сада, и заявление, распределенное из очереди в первый класс, они схлопываются, и ребенок попадает в школу. Поэтому, как бы, да, модуль первый класс у нас, зачисление в первый класс работает, должен проходить через Е-услуги. Вообще в некоторых регионах кнопочки «Быстрый ввод» у школ нет. Все идет через Е-услуги. И, скорее всего, в ближайшем будущем все переводы из школы в школу будут тоже проходить через Е-услуги. Кнопочки «Быстрый ввод ребенка», скорее всего, у вас не будет. Все заявления будут подаваться в Е-услуги, и после этого уже вы распределенные из Е-услуг будете забирать. Так, ну вот по паролям, пароль можно сформировать всем одинаковый. Попробуйте, поэкспериментируйте. Вот там, где я показывал, сформировать пароли. Можно сформировать пароли. Сохраняются ли пароли при переходе из одной ООО в другую? Нет. Нет, там другая учетная запись, уже пароль не сохраняется. Так, про индивидуальное обучение мы уже поговорили. Значит,
Значит, отчет если подгруппы, то учебные часы, да? Да, скорее всего, еще и эта проблема. Подсчет учебных часов пойдет неадекватно. Хотя, смотрите, там есть возможность, когда мы делаем иностранные языки, и туда включаем английский, немецкий, мы в учебном плане можем переключиться. Скорее всего, выход можно найти, но это опять же связано с временными всякими затратами. То есть мы объединяем предмет, выводить по предметам или выводить только название групп. То есть надо эти предметы объединить в группу. Так как мы иностранные языки объединяем в группу, здесь можно и другие предметы объединить. Математика, да? И что там будет? Математика и математика индивидуальные уроки Иванова. Математика И. То есть это лишние, лишние, но решить проблему можно. Объединяем подгруппы, тогда и в учебном плане будет видно, то есть 2 раза не будет считаться, да? Английский, немецкий, общая нагрузка. Так и здесь. Возможно, это решение. Но я еще раз говорю, что это дополнительные временные затраты. Если отчисляем в августе, значит работаем еще в незакрытом 2018-2019 учебном году. Смотря где, если в школе вы отчисляете в августе в будущем учебном году, и год может быть не закрыт. Если в садике, тоже можно отчислять в августе в 2018-2019 году. А если вы издаете приказ в будущем учебном году, оставите дату 28 августа, то это неправильно. То есть вы отчисляете в 19-20, а дату ставите 18-19. Об этой ошибке я говорил, если это вопрос к тому. То есть отчисляют ребенка в 19-20 году, а дата отчисления 28 августа. Так, смешанные из разных классов подгруппы. Давайте, может быть, отдельная тема или отдельная консультация. Если вы откроете справку и не разберетесь, это индивидуальный учебный план. Наталья Мельникова, ответ для нее. Это индивидуальный учебный план. Почитайте справочку. И если нет, то давайте как-то индивидуально перезвоните, будем пробовать делать. Ну непонятен вопрос по поводу этого, ладно. Так, спасибо Антону Сергеевичу на некоторые вопросы, помог мне ответить здесь. Так, в связи с введением дополнительных дней каникул, эти даты исключаются из журнала. Как быть с выполнением программы в полном объеме? Выдвижение в 9 и 11 невозможно, а программу надо выполнять. Честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос. Надо выполнять. Как-то надо выполнять. Поэтому и продляется учебный год в некоторых муниципалитетах, чтобы выполнить. Так, если мы уже закрыли год, а дети есть не сдавшие, непонятно, как вы их тогда перевели. Непонятно, как вы этих детей, что вы с этими детьми. С этими детьми должен быть условный перевод. Горожанина Евгения Евлогиевна. А зачем ждать и не закрывать? Что это вам дает? Зачем вам ждать? Что вас держит? Закрывайте учебный год. Те, кто не сдал экзамены, переводите условно, выпускайте условно и закрывайте учебный год. А те, кто закрыл учебный год, а детей есть не сдавшие дети, значит, вы сделали неправильно приказ, пока не поздно, есть возможность на help@rcomi.ru
пишите заявочку. Это ЦИД. ЦИД осуществляет техническую поддержку нашей системы. Все сервера находятся у них. Пишите заявочку, чтобы они вас откатили. help@rcomi.ru. Заявка. Пусть они вам вернут старый учебный год. И сделайте правильный приказ об условном переводе. Значит, что делать, если ребенок не пересдал, а родители настаивают на переход в следующий класс и не пишут заявление на повторное обучение? Но это как бы не технический вопрос, это не вопрос ГИСЭО, это юридический вопрос. Что у вас написано в положении о переводе на следующий учебный год? У вас есть устав, у вас есть нормативные документы. Ориентируйтесь на эти нормативные документы. Но, честно говоря, это конфликтная ситуация, как из нее выходить, не знаю, надо убеждать родителей каким-то образом, что ребенок не сдал, ребенок не усвоил программу, что... Да, есть такие родители, конечно, которые это самое, да, ну а с другой стороны у вас положение, у вас тоже приказы, у вас закон об образовании. В данном случае нарушение закона. Вот. Но здесь надо каким-то образом... Это не касается, это вопрос не ГИСЭО. Да. У вас есть решение педсовета. Вот согласно решению педсовета, ГИСЭО, как технический элемент всей нашей системы, ГИСЭО – это технический инструмент. Вот вы должны выполнять все те решения, которые принимает педсовет, вот это и вносить. Второй год, значит, вы должны в системе оставить его на второй год, поскольку есть такое решение педсовета. Будет другое решение педсовета, где родители были целый год, у них была возможность исправить задолженность, сесть с ребенком, исправить задолженность, прийти, все пересдать и перейти успешно на следующий учебный год. Они хотят, не занимаясь ребенком, поиметь все прелести. С ребенком надо заниматься. Если сотрудник, коллеги, у сотрудников дублей нет, они могут работать в 10 образовательных организациях, и вы их принимаете. Единственное, вот при приеме, чтобы не заполнять карточку, вы можете экспортировать их из другой образовательной организации, иначе придется эту карточку всю заполнять. Можно ли летнее выбытие детей создавать одним приказом, например, от 20 августа? Нет. Потому что те школы, которые зачисляют, в принципе, технически можно. Тогда мы все договариваемся, что приказ о зачислении за лето мы делаем 21 августа, то есть на следующий день. То есть 20 августа мы всех отчисляем за лето, хотя... как практика показывает, что приказ должен быть сразу же, ребенок выбыл у вас, вы должны его сразу отчислить тем днем, когда написано заявление. Соответственно, та школа, в которую он выбывает, следующим днем должна его зачислить. Не знаю, честно говоря, здесь с подушевым финансированием связано, скорее всего. Ребенок у вас выбыл, значит, деньги снимаются, наверное. Скорее всего, надо делать, есть заявление, тут же должен быть приказ. Когда вбиваем расписание занятий на 19-20 год. Во-первых, есть типовой план, который вы сделаете. Расписание занятий должно быть с 1 сентября, иначе журнал не появится у вас по предмету. Пока нет расписания, не будет журнала. Поэтому, чтобы журнал работал, нужно расписание. Значит, в этом самом... И расписание должно быть... Посмотрите в типовом плане, какой срок. Но чем раньше, тем лучше.
Чтобы не было нареканий со стороны родителей, вообще расписание должно быть в августе сделано, скорее всего, я думаю. Чтобы уже дети 1 сентября, придя в школу, уже имели расписание. Да, но вы можете расписание ведь сохранять не на четверть, можете понедельно делать и сохранять расписание. Так. Можно ли подкрепить КТП и педагогам вести журнал? В прошлом году эта функция не работала. Почему? Не знаю. В доп. Образование тоже вводим КТП, и все работает. Непонятен вопрос мне. Давайте созвонимся и индивидуально посмотрим все это дело. Значит, ну вот возвращаемся к вопросу по выполнению программы. Значит, если раньше можно было, ну, буквально еще 5 лет назад, можно было бы там, можно было объединить уроки, да, объединить уроки, то есть написать объяснительную, что вот прошли модульно там, предположим, да, что-то самостоятельно изучили, то, к сожалению, в последнее время проверяющие требуют, чтобы именно почасовка была выполнена, то есть установлено 68 часов там по программе, 68 часов и должны быть пройдены. Поэтому, честно говоря, как технически выполнять в журнале по количеству часов, честно говоря, да, можно, конечно, дополнительные уроки там добавлять. Как посмотрит санэпидемстанция тогда в этом случае, когда они доберутся до нашего журнала. То есть, ну, здесь вопрос с заменами, конечно, можно, но тогда, получается, другой предмет страдает. То есть вот такие варианты. Попробовать дополнительными уроками, попробовать, может быть, как-то поставить дополнительные уроки, отметить, что это самостоятельное изучение там, темы, дистанционное изучение темы. То есть, ну, такие варианты. И другого варианта, ну и самый такой правильный, оптимальный вариант – это продление учебного года тогда. Другого не вижу. Ставить, может быть, дополнительные уроки в расписании, там эта возможность есть, и отмечать эти уроки либо дистанционно, либо самостоятельное изучение. Ну вот, если такой ответ удовлетворит, пожалуйста. Да, так, установили все критерии прав доступа для секретаря, но он не может вносить изменения со своего компьютера. Как быть? Если это касается приказов о выбытии, о зачислении сотрудников, то это делается с одного компьютера, защищенного. То есть там, где есть персональные данные, это делается с защищенного компьютера. Если это касается этого вопроса, если не этого, другого, там расписания, предположим, да, это в настройках прав доступа надо поставить, что секретарь, и сейчас я покажу, значит, права доступа, секретарь, ну, предположим, что ему надо, да, планирование уроков, создавать планы уроков по всем предметам, надо поставить галочку, расписание, составлять расписание и определять список кабинетов. То есть вот таким образом настраиваете права доступа, просматривать классы предмета, редактировать предметы. То есть вот здесь классный журнал, просматривать оценки и посещаемость для всех классов. Вот настраиваете права доступа для секретаря. Если это касается каких-то вот других таких тем, там расписание, может быть, создает у вас секретарь, еще что-то делает. Если это касается приказов о движении, еще раз, приказы по движению создаются с защищенного компьютера, где у вас стоит VIPNet. И все, что связано с заполнением там, карточек, да, сотрудников, детей, это все там. Так, ну еще ряд вопросов у нас здесь. Так, технический вопрос. Кому можно обратиться в УХТЕ
если ПК в защищенном режиме не грузится очень часто. Ну, честно говоря, здесь вам надо с кем-то заключить, может быть, договор. К сожалению, для муниципальных учреждений, даже для государственных учреждений ЦИД только консультационную помощь по телефону может вам подсказать. Значит, смотрите, еще вот в государственной информационной системе, в информационно-методических материалах здесь есть инструкция по установке VIPNet. Вот, может быть, эта инструкция вам поможет. То есть, не знаю, если в управлении образованием есть люди, и если они вам тоже помогут, то я буду только рад. Но, к сожалению, я сомневаюсь, что они помогут, потому что они сами там все загружены своей работой. Поэтому наиболее такой оптимальный вариант – это найти человека, который бы вам сопровождал вас, ну, заплатив там ему какую-то минимальную сумму, чтобы настройки VIPNet производились. Так, еще раз не по второгодникам, по детям, по учащимся, не справившимися с итоговой аттестацией. Да, мы им выставляем двойки, итоговые отметки, ну и, соответственно, экзамен 2, итоговая отметка 2 в итоговой ведомости. И делаем условный выпуск. Выпускники берете, условный выпуск. Аналогично вы поступаете и с теми детьми, кто у вас, прошу прощения, кто у вас пятиклассник, получил итоговую оценку 2 по какому-то предмету. Я не помню сейчас, какое положение, там не более 2 двоек в году должно быть, чтобы условно перевести. То есть и вы его условно переводите. Все, нет проблем. Значит, по прошлому году, если какие-то вы определили ошибки, еще раз напишите на help@rcomi.ru, попробуйте, они вас откатят в прошлый учебный год. Так, согласен с дополнительным образованием, мы это обсудили. У нас есть обучающаяся, которая не дала права на обработку персональной, в том числе ее присутствие в ГИСЭО. Как ее закодировать? Были такие случаи, когда у нас ГИСЭО только начиналось. Но надо объяснить этой родительнице, что закон об образовании, в том числе обработка данных, в том числе в электронном виде, но если уже так категорично все это стоит, вот смотрите, у нас должны были быть внесены изменения в закон об образовании еще 3 года назад. И там как раз должен был быть пункт обработка персональных данных в электронных системах, где должен был внестись этот пункт, и тогда родители бы как бы не могли апеллировать, что нет, и все. Не согласен, значит, едь учись в Болгарию там, или куда, в Данию, и там, возможно, не требуются персональные данные, там ГИС не работает, я не знаю, или сдавай в частное учреждение, иди на семейное образование. То есть предложить родителю разные варианты. У нас есть закон об образовании, есть закон о персональных данных, 152 ФЗ, в котором четко сказано, если обработка персональных данных ведется в информационной системе, то в принципе согласие на обработку персональных данных брать не надо. Если вы еще ведете журнал в бумажном виде, вы можете пойти им на уступки и как бы согласиться на то, что закодировать ребенка. Если вы ведете журнал в электронном виде, как вы потом будете проверяющим предоставлять этот закодированный? По личному делу можно закодировать. Если журнал ведется в электронном виде, никаких разговоров нет. Пусть ищет школу, в котором журнал ведется в неэлектронном виде или не работает ГИСЭО. Все, вопрос закрыт. Как переправить учебный год на 2019-2020? Переправить никак нельзя. Мы формируем учебный год 19-20 и потом открываем его. Так, по этому вопросу. Так, на базе нашей школы открывается вечерняя школа.
есть ли какие-нибудь нюансы по вводу учеников. Ну, вечерняя школа. У вас будут какие-то классы. По-моему, у нас такой опыт есть. Такой опыт есть в Зеленце, что у них класс вечерней школы. Вот. Нюансов никаких нет по вводу. Скорее всего, ну, как это финансироваться будет? То есть у вас открывают класс вечерней школы. Вы создаете просто этот класс и вводите туда учеников. Лукьянова Елена, вопрос принимается. Попробуем обговорить, но это связано именно с защитой доступа к персональным данным. Вот в связи с этим и был закрыт доступ к муниципалитетам. Связано с персональными данными, можно попробовать с разработчиками пообсуждать. Должны ли пароли выдаваться под роспись? Не знаю, как у вас в положении прописано. У вас есть положение о введении ГСО. Пропишите, что выдавать под роспись, и выдавайте под роспись. Проблемы я не вижу здесь в паролях. Если ребенок потерял пароль там, или родители потеряли пароль, но сформируйте ему новый пароль и выдайте новый пароль. Можно у первоклассников вручную данные внести. Значит, первоклассников мы забираем либо с Е-услуг, либо с учреждения. Поэтому все данные у него будут уже внесены. Если ребенок прибыл из-за пределов Республики Коми, мы должны его забить в Е-услуги. Заявление в первый класс должны принять в Е-услугах. Ну, есть варианты такие, что некоторые сельские школы еще не работают в Е-услугах. Вот буквально сегодня, вчера мы смотрели, какая-то школа не принимала заявление в Е-услугах. Ну да, здесь, ну какой вариант? Ну вбивайте уже через быстрый ввод вручную. Хотя как бы модуль этот работает, и он должен быть. Ну, для ОДО у вас же, вот вопрос такой, возможно ли ГИСЭО для ОДО сделать качественные оценки? То есть уровни высокий, средний, низкий, иначе смысла в электронном журнале мало. Ну, смысл есть, что вы отмечаете хотя бы посещаемость, предположим, да, высокий, средний. Но даже ведь, вот смотрите, в бумажном журнале вы же ведь тоже отметки не ставите. Поэтому смысл делать высокий, средний, низкий здесь не вижу смысла пока. Хотя вопрос принимается как предложение разработчикам, попробуем им отправить тогда. Так, можно ли как-то решить вопрос с введением расписания для доп. Образования? У нас нет звонков, а система всегда предлагает варианты расписания под каждого педагога. Совершенно верно. У вас есть возможность каждому педагогу сделать расписание звонков. Вы можете сделать, если у вас как бы основная масса все-таки придерживается какого-то расписания, а кто-то выпадает, для основной массы сделать вот общее расписание, а те, кто выпадает, для них свое расписание звонков. Да, другого варианта нет. Как выполнить объявление для родителей в электронном журнале? Мария Кузнецова. Значит, итак, у нас есть в электронном журнале есть вот такой значок объявление. Мы его нажимаем. Так, немножко тут. Вот она, доска объявлений. Здесь можете вы добавить объявление, и это объявление будет для всех, для родителей. Ну, короче, кому вы хотите объявление, для того объявление можете и сделать.
ВУДО уровни очень нужны для выставления промежуточной аттестации и итоговых отметок. Ну, тогда переходите на оценочную систему. Выставляйте отметки. Там есть возможность в предметах обучения, предметы. Вот не оценивается бальная, зачет, не зачет. У вас, скорее всего, зачет, не зачет, бальная. Выбирайте бальное, ставьте отметки. Пятибалльная система, в принципе, так и дает 3 низкий уровень, 4 средний уровень, 5 высокий уровень. Это ваше право. Пропишите это в положении и выставляйте отметки. То есть на уровне образовательной организации примите положение выставления отметок и ради бога. Так, ну вот так вот. Коллеги, еще раз хочу прорекламировать. Итак, сайт distantkriro.ru, записаться на курсы, ну или с нашего сайта Kriro, вот записаться на курс. Обучающие семинары, функциональные возможности ГИСЭО, записаться. 16 часов. Постоянно действующий. Единственное, мы издаем приказ, когда вот как бы вы должны там скачать, зайти на этот ресурс, скачать файлик. Так, сейчас я попробую зайти. Не помню учетную запись. Ну ладно, что-то я пароль забыл. На других ресурсах у меня автоматом вводится пароль. Ага. Зашел. Значит, здесь надо будет зайти в эту систему, в обучение. Тут инструкция, все четко расписано в инструкции. И дальше вот дорожная карта ГИСЭО. Дорожную карту скачиваем, переименовываем свою фамилию, заполняем данные и заполняем вот эти таблички, скриншоты. То есть сюда надо поместить, по каждому заданию надо поместить скриншот и кратенький отчет. Вот кое-какие примеры здесь. Это примеры, как вы должны заполнять. Итак, 15 заданий. Сохраняете, отправляете в качестве ответа, получаете зачет. Постоянно действующий семинар. Единственное, приказ об окончании мы делаем, там группа, вот сейчас требует оценки 4 работы. Вот сейчас я 4 работы проверю. Сейчас со 2 по 9 мы сделали приказ, проходило обучение. Ну вот 4 человека прислали работы. Поэтому до конца недели еще ждем. Если кто-то выполнит, то мы включим вот в этот приказ, который со 2 по 9. Проходите обучение, ну то есть скачивайте файл, читайте внимательно инструкцию, выполняйте работу на тестовой базе. Тестовая база работает, вот giseo.test.rcomi.ru. Если кто-то работает в своей уже системе, я принимаю, в общем, вы можете и со своей боевой версии скриншоты сделать и отправить мне. Ради бога, принимается. Все. Проходите обучение, получайте сертификат. Бесплатное обучение. Дальше. Если Сыктывкар, да, доп. Образование,
если у вас будут курс бесплатный, если у вас будут там от доп. Образования, вы наберете группу 10, там, ну, минимум 10 человек, 8-10 человек, то мы, в принципе, заявочку нам пишите, мы проведем очное обучение. В прошлом году мы практиковали вот обучение в форме вебинара. После вебинара я давал задание, вы должны там были в течение 2 дней выполнить его. Такие семинары можем практиковать, если будут заявочки. На мой адрес пишите, что желаем пройти обучение, группу сформируем и будем организовывать такие семинары. Доведите это до сведения. Коллеги, на сегодняшний день я один, мне нужен ведущий программист, в том числе, который бы сопровождал ГИСЭО, это уже в рамках, так сказать, рекламы. Если у вас есть подходящие кандидатуры, ну, пусть пришлет этот человек резюме или подойдет, мы обговорим этот вопрос. Поэтому, если будут проблемы, позвоним. Я не всегда в кабинете, поэтому лучше на почту. Лучше на почту, а еще лучше на форум на сайте kriro.ru. Итак, обратная связь, форум, ГИСЭО, чтобы все вопросы и другие пользователи могли... Тут есть ряд вопросов, то есть можно посмотреть, к сожалению, вот этот скриншот от старой системы. Есть ряд вопросов, вот видите, 5 страниц даже. Поэтому посмотрите там. Так. Посмотрите там. Может быть, какие-то ответы на вопросы вы найдете на этом форуме. Потом мы сейчас готовим методические рекомендации в форме вопросов-ответов. Все ваши вопросы мы объединили вот в один как бы файлик с ответами, и тоже можно будет пользоваться. Коллеги, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем за внимание. Всем удачи, удачного учебного года и быстрейшего перехода на безбумажный вариант ведения, то есть ведение журнала в электронном виде. Благо нацпроект образования один из подпроектов, который говорит о том, что у нас интернет в сельских школах должен быть 50 мегабит в секунду. Благо он, я думаю, будет реализовываться, и уже в некоторых районах это делается. И скорость интернета будет в школах нормальная. Поэтому работать без бумажного классного журнала будет, наверное, удобно всем. Когда будет видео, видео обрабатывается в течение суток, поэтому завтра с утра, наверное, оно уже будет обработано. Это мы работаем на платформе proofme.com. Кстати сказать, вы тоже можете зарегистрироваться на этом сайте и тоже использовать ее для дистанционного обучения. Я всегда рекламирую. Удобная, хорошая платформа. До 15 соединений, по-моему, или до 10 соединений подключение бесплатно. Но для образовательных организаций этот портал идет на уступки, и если вы отправите им заявочку, предположим, если вы учитель, в вашем классе 30 детей, вам надо для них организовать вебинар. Попросить вебинарную комнату на 30 человек, вам, я думаю, сделают они. Там же можно пройти обучение на портале proofme.com, как работать с этим инструментом. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.